Вот у нас Максим Геннадьевич работает на третьей веревке. Тут нависание такое. Гротик небольшой. Левый угол живой. Максимка работает. Двухдневный подъем на вершину Кязи подарил целую бурю эмоций команде из Бурятии. Сергей Зурбулаев на правах капитана всегда позади товарища, так сказать, на подстраховке. Сергей опытный скалолаз, не раз участвовавший на чемпионатах страны. В этот раз в связке с ним только один напарник. Однако количество участников команды никак не должно повлиять на результат. Первый маршрут бурятской команды не удался по ряду причин. Во время восхождения была сложность по ориентации, то есть на местности, потому что был туман и было очень непонятно, куда продолжать движение, потому что видимость была порядка 20 метров, когда мы, и, видимо, вот поэтому мы залезли не туда, куда нужно было. Мы по маршруту не поднялись, по вот этому первому своему, и сейчас как бы планируем еще один сходить. Все-таки залезть на горку-то. У вас есть шансы побороться с остальными? Да, всегда шансы есть. Альпинизм, горы — это непредсказуемая штука. То есть как все повернется. А вот команда Михаила Торшина «Воронеж-2» в полном составе. Михаил только недавно вернулся в лагерь после тяжелейшего подъема. Восхождение заняло 2 суток. Покорение Кязи для команды прошло без происшествий. Однако, как признается Михаил, этот путь дался им нелегко. Приехали поздновато, не успели до конца акклиматизироваться. В принципе, физически было тяжело. Но еще немножко подвело то, что после снегопадов солнце мало светило. То есть там, где легкие участки, было все обледенелое, приходилось как бы лезть на ИТО, там, где, в принципе, можно было по свободным лазаниям. Ну и просто было холодно достаточно, поэтому... У вас запланированы еще другие маршруты? Да, еще полезем по планам. Сейчас пока не знаем, куда и когда, но полезем. Несмотря на большую конкуренцию, на чемпионате царит настоящий товарищеский дух. Каждый переживает за остальных, независимо от того, участник он команды или нет. Альпинисты по очереди смотрят в специальный бинокль за товарищами, корректируя их маршруты по рации. Воронеж-1, информацию базе. База, я Воронеж-1. Работаем шестую веревку. Прием. На часах ровно полдень, время для связи с участниками. С каждой командой коллегия судей связывается по рации, фиксируя результат в журнале. Исходя из этих заметок, подведут итоги восхождения. В свою очередь, скалолазы обязаны выйти на связь в запланированное время и отчитаться о пройденном маршруте. Ставрополь-3, информацию базе. Ставрополь-3. Работаем, 9-я веревка. Все хорошо. Это уже 3-й день чемпионата России по альпинизму, и каждый участник успел проверить себя на прочность. У команд восхождение проходит с переменчивым успехом. Победить может каждый, однако все же опыт играет немалую роль в достижениях команды. Прекрасно понимали, то есть есть явные, более опытные ребята, мастера спорта, кто уже здесь не первый год участвует, есть ребята, кто участвует 3-й раз уже здесь, на этой стене, то есть специфику этих маршрутов очень хорошо представляют. Поэтому, конечно же, понятно, что они на них будут равняться. Но гора, она всегда расставит все на свои места. Кроме горы еще есть погода, есть еще зима, короткий световой день. То есть здесь много составляющих факторов. И нельзя сказать, что сегодня этот фаворит, завтра может быть другая проблема, что какой-то другой маршрут выстрелит и команда его пробежит в более скоростном темпе. Подводить итоги состязаний пока рано, ведь впереди еще немало соревновательных дней. В этом спорте результат на дистанции намного важнее единичных успехов. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.